yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere, voy a darle, pa' que se te, y de nuevo, ay mamacita, te cuento que tú me motivas y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto mami que usted tiene, yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero complacer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere, voy a darle, pa' que se te, y de nuevo, ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere, voy a darle, pa' que sienta el y de nuevo, se hace la loca, por respuesta que se muere. Ella quiere acción, pasión, lo prefiere. Dile mamacita si disfruta, porque de cualquier manera que a mí me gusta y ñan. Mordí como eso pa'l pan, empezó en el toque y vuela como Superman y embalado. Está sudando y mismo que pesado, dile lo que quiere que nos vamos pa' otro lado. Quiere, voy a darle, pa' que se te, y de nuevo, el más yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere, voy a darle, pa' que se te, y de nuevo, Добрый день, студенты. Садитесь, пожалуйста. Итак, сегодня мы поговорим о самом важном из социальных институтов – о семье. Семья – это система взаимоотношений и действий, без которых невозможно современное общество. Как известно, 2018 год в республике объявлен годом семьи. А что же нам тогда делать надо? Да как что? Жениться, детей рожать. Тишина! На протяжении многих тысячелетий семья остается самой важной ячейкой общества. Семья – это то, что объединяет всех нас. Ведь еще великий Лев Николаевич Толстой писал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Правильно, правильно, мы тоже хотим счастья. Тишина, тишина. Я понимаю, у вас весна, играй мой гормон, так сказать. Но сейчас для вас главное что, Ефимов? Правильно, учеба. Не хочу учиться, хочу жениться. Учеба не помеха. Итак, тема сегодняшнего занятия – семья. Что же такое семья в вашем понимании?
изначальный, и верность праведности сила. Семья опора государства, страны моей России. Семья источник изначальный, Небесным ангелом хранимый, и грусти, радости, печали, одни на всех неразделимы. Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освящена любовью, Петра и Февронии. Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освящена любовью, Петра и Февронии. Какие прекрасные слова! Друг друга храните во все времена. И это правильно, ведь семья появилась раньше государства, раньше религии, раньше слов с буквой «Р». Итак, что же лежит в основе семейных отношений? Отвечай. Любовь, уважение. Правильно, да. Что за тема вообще такая? Общага, моя семья. А Сашка, так он вообще из детдома. Да, и я считаю, что семья — это наследие прошлого. Новому обществу семья не нужна. Как так? А как же дети? Какие дети? Дети? Но ничего, детей государство воспитает. Меня же вот воспитало. Как же материнская забота, сказки на ночь. А у нас тут как раз сказочка есть на эту тему. Посмотрим, давайте. Ну, надоели уже всем эти сказки про золотых петушков. Нужно что-то молодежное, современное, актуальное. И чтобы по цензуре подходило. О, идея. Плохо спит семья большая, грезит все о тишине. У зверей свои заботы, пес и кошка на войне. Мяу! Каждый день в семье то ссоры, драки, крики, просто стыд. Сыну все, кровать не купит, на столе бедняжка спит. Сын проснулся от кошмара и завыл. Проснулись все. Руки, ноги, страшной сыпи. Это значит быть в беде. Сын скулит, как 100 щенят. Мама с папой прибегают. Соседи спят. Что опять с тобой случилось? Дед, звони в 03 скорей. Папа, сыпь повсюду, от колена до локтей. Мама смотрит и дивится. Сыпи много. Ого-го. Сыном, может, ты блохастый? Мама, ты уже того? В дело тут вступился папа. Красной сыпи он знаток. Но понять ее причину папа все-таки не смог. Может, это аллергия на мамашкину еду? Завтра будешь есть в кафешке. Я так больше не могу! Это точно из-за кошки. Кто ее принес в наш дом? Ты совсем уже, мамаша? Хочешь за гараж? Пойдем! Мама с кошкой по понятиям драться начали всерьез. Папа рылся в интернете, призадумался и пес. Сына, сыпь ты эту чешешь? Нет, Ну-ка почеши. не могу остановиться!
Завещание пиши. Сын, а может ты по усам? Я тут точно ни при чем. Что ты врешь-то, пес дворовый? Вдруг мы все теперь умрем? Появился дед в проеме, потянулся, подошел, меч в руках держал он крепко, был свиреп и очень зол. Дозвонился? Что сказали? Рыб в яму. Ты куда? Ну-ка, внучек, слезь с кровати. Сыпь все это от клопа. Дед откинул одеяло, на подушке Клоп с семьей. Ну-ка, быстро переехал к тете Люде на 6-й. Клоп вонючий торговаться. Ты сюда, и мы уйдем. На, жердяй, асталависта. Дед рассек его мечом. Все хлопята разбежались кто куда, а мать визжит. Папа тут не растерялся, тапком отбивает бит. Пес прыжок, и нет бандитов, кошка разнесла кровать. За работой этой сложной подружились все опять. Вот и все. Спасли внучонка. Сыпи, все следы пройдут. Жалко только, что не спали. До рассвета 5 минут. Вкус победы, как он сладок. Словно вискас. Или кость. Мы семья. Мы победили. Все нам вместе удалось. С той поры никто в квартире больше ссор не заводил. Как забавно, что семейство Клоп вонючий примирил. Да, правильно в народе говорят. Где одному не справиться, там семья поддержит. А ведь семейные отношения зарождались в нашем далеком прошлом. Народные традиции позволяют нам изучить историю и народную культуру. Да сколько уже можно держаться за эти обычаи прошлого, а? Жизнь не стоит на месте. Это все уже неинтересно. Неинтересно? Не модно? Да вы знаете, что на заре человечества семейных отношений не было вообще. Вы хотите вернуться к тем временам? Не модно. А что для вас модно? Что для вас это? В тренде. Покажите, давайте. В тренде? Сейчас мы вам покажем, что для нас в тренде. Да, мир, давай!
мокрому песку несу надежду, мечту. Знать хочу, что ждет меня. Там впереди, за плечами годы, где мы, а где они, где города. Люди, слова, как птица я взлетаю и лечу туда, где судьба и мечта сольются воедино. Все или ничего, для слабых середина. Не надо пустить разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо рубить и канаты. Мы поплывем по волнам. Всякий раз, когда волною накрывает, время останавливает, как порой бывают подводные камни. И снова навели, но звезда горит в ночи, звезда горит вдали. Жизнь продолжается, а время идет в любой исход. Не важен на пути любой водоворот, а мне бы только раз, что мало взять в руки, оставить позади все, что мешает мне идти. И попробуйте тогда мне дать мечтать о чем-то более ярком, чем звезда моя, та, что выше всех. И светит лишь мне, я несу ее свет до сих пор в своем сердце. Если вдруг штиль, возьму в руки весла. Если вдруг шторм, значит будет солнце. Последняя строка, скучаю по всем вам. Мое письмо уносит ветер по волнам. Не надо пустых разговоров, а счастья не надо. Мы поплывем по волнам, и рая земного не надо рубить и канаты. Мы поплывем по волнам. И вот это вот у вас модно, вот это вот современно, ну все, потрындели и хватит. А где же музыка? Где же вечное? Где прекрасное? Это вопрос к Казибаеву. Еще бы! Человек в 2 учебных заведениях учится. Устал. Женька, вставай, тебя вызывают. Давай быстрее, давай.
Ребят, а у меня предложение. Давайте по-своему, по-студенчески проведем год в семье. А какие будут идеи? Предлагаю открыть свой студенческий сад, и что без испытательного срока. О, точно! А еще можно разрешить студентам многоженство. А еще можно провести коллективную студенческую свадьбу, как в Корее. Ой, девочки! Учиться совсем не хочется. Весна, любовь. А чего это ты на Влада смотришь, а? Просто так смотрю, что нельзя. А тебе что-то не нравится? А ты мне не нравишься. А мне? Ты мне не нравишься. А ты бы молчал бы. Мальчики, успокойтесь. Давайте я вам лучше стихи почитаю. Они студентами были. Они друг друга любили. Комната в 8 метров. Чем не семейный дом? Готовясь порой зачетом над книгой или блокнотом, нередко до поздней ночи сидели они вдвоем.
что я одна не вами, что никогда тяжелый шар земной и уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливо волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не бросьте мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую. Что имя нежное, мой нежный, и упоминайте и днем, и ночью в усой, что никогда церковь на тишине не пропоет над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так и любите, за мой ночной покой, за редко встреч загадными часами, за наши негуляния под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы под мне, и мне, за то, что я одна, увы. Shoot the song, the young Zeli, Busher, Sean, Yusa, Asher,
Заджанзайнянте, не цебужидава ваайни. Мне нравится, что вы больны немного. Мне нравится, что болен я не вами. Baby, the touch of your
gözyaşıyla solmuş taze kalmış. Gel zaman, git zaman kalbinde sızır. Zalimin sevdasını mahvetmiş kızı, o devri kaybolmuş çapkısı gözlerine. Denizler ağlarmış o günden beri, o Но все же надо признать, что современная семья переживает кризис. Разводы, падение рождаемых, брошенные дни. Говорю же, семья отмирает. И все почему? Дети, карьера. Ну почему же все молчат о главном? А как же любовь? Нет больше любви, настоящей, той, которой не нужны слова.
together. Also push them some food, I should just love you better again. Don't so much is not together. Don't so much is not together. We should put a point to read and do together. Also push them some food, I should egg with some better. We should put a point to read and do together. Also push them some food, I should egg with some better. Stavo da notte
sera vedi sei perfetta per me. Любимая, я очень виноват. Прости меня, пожалуйста. Я тебя люблю. 喂，妈妈，我快下车，就快到家了。等一下就能看见你和爸爸了。 Anne, baba sizleri çok seviyorum ve çok özlüyorum. Tekrar buluşacağız. Алло, дед, привет! Поздравляю тебя с наступающим Днем Победы! Желаю тебе всегда быть здоровым! Мы очень тобой гордимся! Алло, сестренка! Встречай братцы из армии. А наши-то все будут? Смотри, чтобы все были. Ведь мы... Семья!
Филологический факультет выражает благодарность деканату филологического факультета, студ-клубу Башкирского государственного университета, правкому Башкирского государственного университета, нашему многоуважаемому жюри и, конечно же, вам, наши дорогие и любимые зрители. С вами филологический факультет. Спасибо. До новых встреч!